Добрый день, уважаемые эксперты, участники конференции. Позвольте вам представить свой доклад на тему «Командная игра. Знаток музеев по экспонатам Музея археологии и этнографии». Актуальность данной темы заключается в том, что музеи являются культурным наследием и хранят в себе материальные и культурные памятники якутского народа. Разработка командной игры позволит повышению интеллектуального и культурного уровня школьников, расширению кругозора, развитию патриотических качеств личности. Цель работы – разработка и создание командной игры «Знаток музеев» по экспонатам Музея археологии и этнографии при СВПУ для 5 и 11 классов. Задачи. Результаты работы. В ходе работы над проектом нами основательно изучена история создания об организации Музея археологии и этнографии при СВПУ имени Амосова. При разработке командной игры были подготовлены вопросы, касающиеся музеев, истории музея, археологии и этнографии, а также по отдельным экспонатам данного музея. Игра состоит из 4 этапов, где последовательно раскрывается внутренний мир Музея археологии и этнографии. Новизна работы заключается в разработке и создании командной игры по экспонатам Музея археологии и этнографии СВПУ имени Амосова среди школьников с 5 по 11 классов. Первый этап. Первый этап состоит из 2 частей. Я по очереди задаю командам вопросы. За правильный ответ полагается балл. Если в течение 30 секунд ответа нет, то другая команда отвечает и получает балл. В первой части вопросы носят общий характер. Здесь включены 12 вопросов. Вторая часть вопросов посвящена конкретной истории Музея археологии и этнографии. Всего здесь 15 вопросов. Второй этап. Здесь командам дается задание представить один из залов Музея археологии и этнографии. Один человек из группы рассказывает про залы музея. Зал палеолита, зал неолита, зал средневековья, какие там есть экспозиции и так далее. За выступление каждая команда получает по 5 баллов, учитывается содержание, оформление и эмоциональность. Третий этап. Этот этап посвящен конкретно отдельным экспонатам. Здесь командам раздаются или показываются карточки с изображением экспонатов Музея археологии и этнографии. Команда должна знать, что за экспонат. Четвертый этап. Переходим к последнему заданию. Здесь даются темы, по которой команда составляет мини-рассказ. На это дается 5 минут. Команда получает листы бумаги, ручки, представляет свои правила или по одному, или всей командой. Оценивается количество правил, точность формулировок и обоснование по 5 баллов. Вопросы первого этапа. Он состоит из 2 частей. Первая часть посвящена истории музеев города Якутска из общих знаний. Во второй части я составил вопросы, которые раскрывают содержание данного музея, а также я составил иллюстрированные карточки, по которым участники должны рассказать подробный ответ. Даю баллы. Заключение. В данном докладе я подробно ознакомился и изучил Музей археологии и этнографии при СВПУ. Для большего ознакомления с музеями разработал игру «Знаток музеев», в которой могут играть командами. В результате работы над проектом были подготовлены вопросы, касающиеся музеев, истории музея, археологии и этнографии, а также по отдельным экспонатам данного музея. Игра состоит из 4 этапов, где последовательно раскрывается внутренний мир Музея археологии и этнографии. Спасибо за внимание.